Сергей Шамба – одна из ключевых фигур политической жизни Абхазии, человек, стоявший у истоков ее современной государственности. Наш разговор сегодня – это возможность взглянуть на события последних лет сквозь призму опыта и убеждений самого узнаваемого политика страны. Сергей Миронович, благодарю вас за то, что приняли мое приглашение поучаствовать в программе «Парадигма». И в начале нашей беседы хотела бы, конечно же, присоединиться ко всем поздравлениям в ваш адрес. В этом году вам исполнилось 75 лет. Красивая юбилейная дата. И, безусловно, я тоже присоединяюсь ко всем и хотела бы пожелать вам прежде всего здравия на долгие счастливые лета, душевного тепла, гармонии и, что немаловажно, новых свершений на политической арене нашей страны. Спасибо за приглашение на интервью, спасибо за поздравления и спасибо за пожелания. Небольшую ремарку хочу сделать, и в принципе я думаю, что многие, наверное, знают, и вы мне неоднократно об этом говорили, что вы не отмечаете свой день рождения, начиная с марта 1993 года, и этому есть объективные причины. Но тем не менее, красивая дата, красивый юбилей, поэтому не могла вас не поздравить. Спасибо большое. Вы очень яркая политическая фигура, ученый, дипломат, своего рода глыба, не только в контексте нашей страны, но и далеко за ее пределами. Также вы стояли у истоков абхазской дипломатии, и хотела бы у вас узнать, в чем ее сила сегодня и в чем ее уязвимость. Сила ее в том, что мы отстаиваем принципиально интересы своего народа. И, знаете, мы молодое государство, и в истории нашей, во всяком случае, последних столетий не было такой практики дипломатической. И поэтому мы осваивались в этой области во взаимоотношении с великими дипломатическими школами. Потому что в процессе урегулирования грузино-абхазского конфликта после войны были такие страны, как известно, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия. И у нас очень такие были постоянные, интенсивные такие связи в то время. И вот так формировалась наша дипломатия. Я помню, даже как-то я об этом говорил, кстати говоря, вот эти участники этого процесса международные как-то говорили, что мы вашу дипломатию сравниваем с вьетнамской. Потому что вьетнамцы улыбаются, но ничего не уступают. Мы тоже старались налаживать нормальные контакты и с противниками на переговорах, и с посредниками, но это никак не влияло на наши принципиальные позиции. Вот так формировалась наша дипломатия абхазская, и за это время вот выросли очень подготовленные кадры. На самом деле не всем, даже большим странам, удалось пройти такой непростой, сложный дипломатический процесс, какой мы прошли в свое время. Потому что, как я уже сказал, великие державы участвовали в переговорном процессе, приезжали представители других стран, которые тоже хотели участвовать в этом процессе. Нас приглашали в разные страны для того, чтобы тоже как-то войти в переговорный процесс. Все международные гуманитарные организации, самые крупные в мире, которые были, все они здесь, в Абхазии, участвовали. Поэтому это была большая школа, и вот в таком вот процессе сформировалась наша абхазская дипломатия, которая и сегодня вот отстаивает наши интересы и
А, Несмотря на то давление, которое оказывали такие великие державы, как Соединенные Штаты Америки, как европейские страны, все-таки есть страны, которые признали Абхазию. Это тоже непростые страны на мировой арене. Я уверен, что со временем будет увеличиваться количество таких стран тоже. Но, с другой стороны, я тоже говорил об этом, что самые главные задачи, которые есть у государства, мы решаем в стратегическом союзе с Российской Федерацией. Потому что самое главное для государства? Это безопасность и экономическое развитие. Эти обе сферы мы вполне успешно решаем вот в таком союзе нашем. Потому что наши взаимоотношения с Россией – это союзнические отношения. Потому что в наших договорах есть пункт, который обязывает стороны выступить в защиту союзника в случае угрозы военной. Вот. Поэтому это союзнические отношения. Ну, и по нашему договору Россия ядерная держава, член Совета Безопасности ООН, неоднократно, которая показывала свои возможности по защите нашего суверенитета. И отстаивая в Совете Безопасности ООН, мы это тоже видели, и гарантируя нашу безопасность в военном плане. А что касается экономики, то огромный российский рынок и такие партнерские отношения, которые у нас существуют, дают возможности для развития, конечно, страны. Все остальное зависит от нас. Сергей Миронович, а какой самый сложный дипломатический выбор вам приходилось делать? И, быть может, если вот повернуть время вспять, изменили бы вы его сейчас? Ну, вы знаете, весь процесс был непростым, потому что мы противостояли все-таки, как я уже сказал, очень мощным странам, которые решают судьбу мира. И в таком вот взаимоотношении отстаивать и не потерять ничего, конечно, было непросто. А что весь этот период, и сейчас это непросто, но тогда это было особенно непросто отстаивать свои интересы. И все это время было непростое, конечно. Непростое было и накануне признания независимости Абхазии. Тоже были ситуации, когда нужно было сделать правильный выбор. И тогда наш президент Сергей Багапшев тоже принципиально сделал свой выбор в пользу нашей независимости. Такие моменты за все это время не раз происходили. А можно ли говорить, что сейчас Абхазия движется по новой внешнеполитической стратегии, либо мы все-таки движемся по инерции? Ну, во-первых, у нас есть договор, который определяет наши внешнеполитические взаимоотношения с Российской Федерацией, и в котором прямо записано, что мы поддерживаем друг друга в этой сфере. Поэтому мы однозначно поддерживаем курс Российской Федерации, ну и рассчитываем на помощь России. И так оно и происходило. В период, когда наша дипломатия искала страны, которые могли бы признать Абхазию, нам техническую, во всяком случае, поддержку оказывали российские дипломаты в Никарагуа, в Венесуэле, в других странах, в том числе и в Сирии тоже. Так что мы такую поддержку чувствуем. Ну и мы, конечно, поддерживаем дипломатический курс России. А где, на ваш взгляд, проходит граница между прагматизмом и принципами в политике небольшой страны? В контексте Абхазии, безусловно. Ну, любая принципиальная позиция должна опираться на прагматический взгляд. Поэтому здесь не может быть эффективной политика, которая не опирается на прагматизм. И если вы действуете в интересах своего народа и общества, вы должны правильно оценивать ситуацию, происходящую в мире, правильно оценивать свои возможности, возможности ваших потенциальных противников и союзников. Ни для кого не секрет, что молодое поколение нашей республики активно принимает участие в политической жизни страны. Какие черты, на ваш взгляд, необходимы для нынешнего поколения,
для более успешного продвижения в политике, ну и, собственно, для того, чтобы они состоялись как политики? Ну, во-первых, патриотизм в правильном понимании этого слова. Сейчас мы часто видим, что ну, смысл в это понятие вкладывается, ну, не совсем то, о чем я сейчас говорю. И, конечно, должна быть хорошая подготовка, я имею в виду образование. Ну, у нас сейчас есть возможности хорошей подготовки молодых людей. Ну и в нашем университете готовят специалистов неплохих, хороших. И у нас есть много предложений, где наши молодые люди могут в лучших вузах России учиться. Так что Ну, на ваш взгляд, новое наше молодое поколение насколько состоятельно в политике есть, работает? ну, в политике. Да. Ну, в политике, во-первых, нужно приобретать опыт. Да. Он приходит с годами, конечно, не сразу так. Для начала нужно быть, как я уже сказал, патриотичным и хорошо подготовленным. А все Основа остальное, должна быть, да? да, все остальное придет с годами. Что лично вас удерживает в политике такой длительный период? Это ответственность, быть может, убеждение или необходимость? Ну, я как-то неоднократно говорил о том, что я видел себя вообще в науке. И в Абхазском институте языка и литературы, где я был ученым секретарем, а Владислав Ардзенба был тогда директором. И так получилось, что меня выбрали председателем Народного форума Абхазии Айтглера, и мне пришлось уйти. И Владислав Ардзенба мне говорил: не уходите. У нас даже такой разговор достаточно резкий произошел, Жестко, да? когда я ему сказал, что ну, если перед тобой поставят так вопрос, ты тоже пойдешь защищать интересы народа своего. Он сказал: нет, чтобы я ради политики бросил науку, никогда это не будет. Я это рассказывал неоднократно, но это очень такой характерный момент, потому что пришло время, и он тоже ушел. А меня, когда избрали, я пришел домой, все члены моей семьи были очень расстроены, потому что они надеялись, что я уже кандидатом был, что я докторскую защищу и так далее. И я сказал тогда, что отцу сказал: нет, я говорю, я на 1 год согласился. На что отец мне сказал: нет, сынок, это на всю жизнь. Ну вот так вот я всю жизнь и никак не могу. Или меня не отпускает, или ситуация меня не отпускает, или судьба моя меня не отпускает, не знаю. Ну уже пора, конечно, молодым уступать дорогу. Я и уступил, потому что я, когда был министром иностранных дел, 2 моих заместителя после меня один за другим стали министрами. Я всегда любил молодых Хороший людей. пример. Выбирать, да, выбирать и как-то давать им шанс проявить себя. И были такие, которые хорошо себя проявили и заслужили. Они и сегодня служат Родине. А есть ли в вашей карьере решения, которые вы принимали так или иначе, о которых вы сожалеете, быть может? Несомненно, есть, конечно. Я думаю, у человека, который столько лет занимается политикой, есть и определенные успехи, есть и неудачи, конечно. Ну, есть такие моменты, где я сейчас по-другому бы решал. Как изменила вас политика как человека? Быть может, вы что-то приобрели, либо потеряли? До этого вы сказали, что вы стали уделять меньше времени науке. И, наверное, политика все-таки. Конечно, конечно, это стало моей профессией фактически. И поэтому все мои силы, все мое внимание, я даже и не только науке меньше стал внимания, я и себе стал меньше внимания уделять. Это отнимает много времени, конечно, если заниматься этим профессионально и самопожертвованно. Но были периоды, когда у меня была возможность, я и докторскую успел потом защитить, и как-то, ну, в общем-то, успевал, так получилось. Ну, хотя многим жертвам, я как-то и спортом же тоже занимался, и это пришлось как-то отложить, потом опять возвращаться. И во всех таких ситуациях
на какое-то время откладывал, потом опять Но у возвращался. вас достаточно органично сосуществуют две ипостаси: и наука, и политика. Это редкое качество на самом деле, чтобы на протяжении многих десятилетий вы не даете нигде слабины. И там вы одинаково сильны. Поэтому я думаю, что это... Я очень любил свою профессию, я археолог вообще-то, и у меня есть хорошее открытие и памятники в Очимчирах, Гюенец я Да, исследовал, я знакома. да, издал эти материалы. Сейчас, кстати говоря, новый учебник капитальный такой издается, и мне предложили тоже там главу написать по Гюенесу. Вот. Ну, я тоже это подготовил сейчас уже тоже. Так что я так не забросил. Сергей Миронович, какое, на ваш взгляд, место может занять Абхазия в столь стремительно меняющемся миропорядке? И что должно произойти для того, чтобы Абхазия заняла достойное место и стала заметным игроком на международной арене? Ну, география наша судьба, как говорится, это такая геополитическая истина. И мы находимся в таком регионе, где мы всегда сталкивались с тем, что великие державы выясняют между собой отношения. И от того, насколько рациональная политика наших лидеров, зависела и наша судьба историческая. И были периоды взлетов, это когда под двуглавым крылом Византийской империи в Абхазии создали царство абхазское, достаточно мощное образование в этом регионе. Потом были падения, скажем, в XIX веке, когда не было единого лидера, которому нация доверяла бы. Была такая раздробленность, что одни воевали за турков, другие за русских, третьи между собой. Не было никакого единства нации. И это привело к большой трагедии в нашей истории, исходу большого, значительной части нашего общества за пределы своей родины. Сейчас, вот, после распада Советского Союза, мы непростое время тоже пережили, но тоже правильно выбранный вектор привел к тому результату, который мы сегодня имеем. Это невероятное достижение, как я неоднократно говорил об этом, самое сложное, что есть в истории создания независимого государства. Нам это все удалось. Сегодня, конечно, многие критикуют власти, хотят лучшей жизни. И это понятно, это правильно. Но нужно вспомнить, какими мы вышли из войны, что здесь было и что есть сегодня. Конечно, это значительный прогресс, но недостаточный. Мы должны сделать гораздо больше. Но у нас открылись реальные возможности фактически только после 2008 года, после того, как Россия признала нашу независимость, и у нас такие союзнические отношения возникли с Россией. И это дает нам шанс на прогресс и процветание. Сегодня мир переживает сложную эпоху переустройства мировой системы. И здесь особенно необходимо проявить мудрость нашему руководству. У нас сегодня, слава Богу, есть все необходимые государственные институты, которые работают достаточно эффективно. У нас нет такого раскола в обществе, как это было в XIX веке. Да, есть разные мнения, они и должны быть, собственно говоря. Да. Но у нас есть государство. Недавно вот я слышал Владимира Владимировича Путина, где он сказал, что теперь вы поняли, что значит суверенитет. Потому что суверенитет дает возможность отстаивать свои интересы государственные. Вот у нас есть суверенитет теперь. Когда его нету, за нас решали другие. А сейчас мы сами решаем свою судьбу. И от того, как мы выстроим свою внутреннюю и внешнюю политику, будет зависеть судьба нашего народа и нашей страны.
пока мы идем правильным курсом. Я уверен, что во всей этой ситуации, которая сегодня в мире происходит, Россия укрепит свои позиции, мир изменится. Мир всегда был многополярным. Единственное в истории человечества время, когда он был биполярным, это произошло с 45 по 90-е годы. Вот. И после этого возникла такая иллюзия, что одна страна может управлять миром. Но очевидно, что это не получается, и все идет к тому, что мир будет многополярным, и Россия там займет свое достойное место, а мы под крылом двуглавого российского орла, как это было некогда, когда мы под крылом двуглавого византийского орла достигли своего могущества, мы имеем возможность снова достигнуть вот такого же могущества. Тем более, что Россия как раз является правопреемником Византийской империи, Третий Рим. Сергей Миронович, вы известны не только как политик, но и прежде всего как ученый, как историк. И, как известно, политика – это искусство возможного, а история – это наука о неизбежном. Скажите, пожалуйста, как лично вам помогает наука в принятии тех или иных сложных политических решений? Вообще я считаю, что политик должен знать историю. Потому что это в первую очередь. Да. Потому что, зная закономерности исторические, можно правильные выводы сделать и правильные решения принимать. Представлять, что может произойти. Потому что в мире ничего не меняется, все повторяется. Просто, да. Поэтому это важно. И, конечно, здесь этот опыт важен. Ну, не все лидеры, они историки сами по себе. Просто они должны... Ну, историю все должны знать, вообще грамотные люди. Вот. Ну и, конечно, хорошее образование. Я считаю, это обязательный фактор. Такая академическая база, она всегда Именно помогает. гуманитарная, да? Ну или вообще? Гуманитарное, ну, экономическое, юридическое, это образование такое всегда помогает лидерам. Вы согласны с тем, что власть ломает либо закаляет личность? И вот конкретно, если говорить о вас, какая черта вашего характера вам помогла состояться в политике, как вот дипломату, как политику? Ну, кого-то ломает, а кого-то закаляет. Понятно, власть. Что, ну, я воспитан был в такой семье, где с детства я это впитал. И от отца своего, известны его выступления, когда он был генеральным прокурором, они хорошо известны и опубликованы сегодня тоже, когда он осудил сталинскую, бериевскую политику и так далее, за что был потом снят с работы. Вот. Мой брат также был активным, считали его одним из идеологов. Не боялись высказывать свое да. мнение? Поэтому я воспитывался в такой среде, и это дало такую основу мне. Я по-другому и не мог, конечно. Когда я молодым человеком, меня привлекли старшие люди, которые, когда я в ОБНИ начал работать только, и я сразу согласился, с радостью. Я даже как будто бы ждал все время, когда же это случится, чтобы я мог... И тут, когда меня позвали организовывать митинг в Акваш, я как будто бы, я так и сказал, собственно, тогда, что я всю жизнь это ждал. Может быть, какой-то бунтарский дух внутри вас все-таки Ну, это был тоже на есть, тот конечно. момент, Я да? с молодости такой был, конечно, ну, лидером был, честно говоря. Хотела бы процитировать ваше высказывание. Независимость – это не лозунг, это ежедневная ответственность. И с этим у нас пока сложнее всего. Прокомментируйте, пожалуйста, подробнее, что же все-таки необходимо предпринять нам, как государство, чтобы в обозримом будущем нас признал весь мир. Ну, я считаю, что нам нужно
больше привыкать к законопослушанию. Потому что без такой дисциплины мы дольше будем выстраивать ту жизнь, которую хочет общество. Мы не сможем построить то государство, которое достойно нашего общества, без того, чтобы мы были дисциплинированы, подчинялись закону и добросовестно трудились. В одном из интервью вы как-то сказали такую фразу, цитирую: «Политика– это искусство говорить даже тогда, когда сложно». И какие, на ваш взгляд, необходимые инструментарии для того, чтобы все-таки Абхазия достигла каких-то определенных существенных результатов на мировой арене? Чего нам не хватает? К чему мы должны стремиться? Ну, вот я сказал, что вот эти вот основополагающие базовые такие элементы, но кроме этого я говорил о том, что в непростое время, когда было такое давление на нас великих держав, мы не сломились, и мы принципиально отставили свои интересы. И мы не знаем еще, что нас ждет впереди, в том контексте, о котором мы уже говорили, о том, что мир перестраивается и так далее. Поэтому Но как важно вести диалог вот и каким образом? Да, поэтому вот нашим лидерам нужно, ну, во-первых, нужно вот то, о чем мы говорили, быть грамотными и хорошо понимать, что происходит вокруг, какие у нас возможности и что в этой ситуации нужно сделать правильно. Пока что, еще раз подчеркиваю, мы идем правильным путем. Мы выбрали правильный внешнеполитический вектор. У нас мощный союзник. Ни одно государство, даже Соединенные Штаты Америки, когда затевают какую-нибудь там военную авантюру, они ищут союзников. Ну, безусловно, да. Понимаете? У нас такой союзник мощный. И это нам дает все возможности. Нам только нужно показать, что мы не сидим на двух стульях, что мы там не смотрим по сторонам. Тем более в это время, нынешнее, сегодня, когда и на Западе, и на Востоке, там Европа будет или Россия, все смотрят, ты с нами или ты против нас. Тут нужно в это время однозначно действовать именно таким образом, без всяких там каких-то поворотов, разворотов, а четко следовать своей союзнической роли. Это вы как раз говорите о том, о чем часто упоминаете в своих выступлениях, об окне возможностей, да, вот что на сегодняшний день пока это окно для нас открыто, и нужно использовать все возможные инструментарии, шансы и проявить дипломатию, видимо. Понимаете, вот когда я сказал, что мы добились невероятного, это же так все сложилось. Стечение обстоятельств, либо все сложилось. И общество было подготовлено той работой, которую проводила Амайдгалара. И лидер оказался много в нужное факторов время, повлияло. в нужном месте, Владислав Арзенба. И правильная политика внешняя, которая была выбрана и до войны, и во время войны, и после войны. И сегодня мы этим же курсом идем. Вот все эти факторы так сложились, и именно поэтому и результат появился. Поэтому, если один из пазлов не сложился бы, этого не произошло бы. Настолько это сложный процесс. И в дальнейшем, особенно для таких маленьких стран, как мы, угроз много. Здесь не должно быть ни одной маленькой ошибки, которая может привести к трагедии. Почему нужно быть очень взвешенным, мудрым, ответственным политиком? Следить за своими словами. Это очень важно в политике. Вот как вам, как политику, удается сохранять равновесие и баланс? Ведь политика очень такая, ну, если можно так сказать, коварная субстанция, которая не терпит ошибок и слабости.
Ну, я уже говорил о том, что у меня тоже были ошибки, очевидно, конечно, которые я сегодня бы не допустил бы, но это тоже приходит все-таки и с возрастом, и с опытом, и так далее. То, что я делал в молодости, я не сделал бы сейчас, например, может быть, к сожалению. Вот. Но все-таки нужно, прежде чем что-то сказать или сделать, хорошенько подумать. Как это отзовется на твоем народе. Потому что очень часто, зная, что тебе за это ничего не будет, может такое что-нибудь сказать, чтобы завоевать в обществе там, аплодисменты, а как это аукнется на твоем народе, на твоем обществе, на твоем государстве в будущем, об этом надо думать в первую очередь. Следует ли просчитывать на пару шагов вперед, либо по ситуации? Политик, если это политик, он должен думать далеко вперед. Если ты думаешь только о предстоящих выборах, то это не ответственная политика. Ну, это даже не политика, а политиканство, так скажем. А политик должен хорошо просчитывать и думать, что будет через год, через 10 лет, через 20, а потом объяснить, почему это не случилось, да? Как сказал Черчилль. Сергей Миронович, а вы вообще сам по себе системный человек? Для вас важны рамки, какие-то ограничения, ну, быть может, правила, либо вы можете, исходя из ситуации, менять систему? Ну, в каких-то вопросах очень важных, да, системных. А так в жизни, конечно, я не очень дисциплинированный человек. А главная мечта Сергея Шамба как политика, основной посыл здесь и сейчас? Ну, честно говоря, главная мечта моя, чтобы Абхазия стала привлекательной страной. Чтобы люди, которые здесь живут, гордились. Они и сейчас гордятся многие, но чтобы они счастливы были здесь. Чтобы народ Абхазии был одним из самых счастливых в мире. Это самое большое мое желание. Остальное там частного характера уже, там семейные и прочие, внуки, дети и прочее. Но главная задача все-таки в этом, потому что детей без меня воспитают, и внуков тоже воспитают, все это будет. А вот это то, чему я посвятил свою жизнь, мне хочется увидеть результаты этого. Мы уже счастливые люди в том, что я тоже об этом говорил, когда я был молодым человеком, вот таким несистемным, о котором мы говорили еще. И когда я увлекся вот национально-освободительными этими процессами, мне говорили, друзья, ты что, правда веришь, что Абхазия будет независимой? И я им говорил, ну мы, конечно, это не увидим, но наши внуки, может, увидят. А так, к счастью, нам выпало, что мы увидели это. И причем после вообще признания Российской Федерации мы уже твердо, можно сказать, стоим на этой почве, только нужно развивать, а это уже дальше от нас зависит. Сергей Миронович, вот сегодняшний разговор – это разговор не только об итогах, но и о будущем. И ваши слова транслируют опыт, ответственность и, что самое важное, на мой взгляд, понимание времени. Сегодня, когда мир стремительно меняется, Абхазия также продолжает свой путь, сложный, но наполненный надеждой, верой, быть может, в светлое, красивое, правильное будущее. И, возможно, главный вывод нашей беседы, что будущее формируется уже сейчас при принятии правильных политических решений и с верой в собственную страну. Вы знаете, вот подытожив нашу беседу, я периодически вспоминаю вашу фразу, вы ее, кстати, часто произносите, которая звучит следующим образом. Не место красит человека, а человек место. Это да, это не мои слова, это, можно сказать, поговорка. Давно забытая фраза, но тем не менее с глубоким смыслом. И что бы я хотела бы сказать в завершении нашей беседы, в чем я абсолютно уверена, что несмотря на все перипетии
И несмотря на то, какие бы должности и места вы не занимали, вы всегда на своем месте. Спасибо вам большое за такую теплую, содержательную беседу и спасибо за то, что доверились мне. Благодарю. Спасибо, всегда рад.